Ассаламу алейкум, друзья, приветствую. Сегодня 3 апреля 2024 года. Ассаламу алейкум. Всех я вас приветствую. 15 часов 44 минуты по Берлину, 16 часов 44 по, соответственно, городу Джахару. Друзья, я вас всех снова и снова приветствую. Сегодня у нас ежедневный очередной дневной стрим. Давайте пообщаемся, как говорится, сверим часы. Сегодня стрим должен был быть на чеченском языке, по средам обычно. Но сегодня я решил провести его на русском языке. Сегодняшний стрим я назвал «Война внутри», военное положение, смертная казнь и всеобщая мобилизация. Ну или просто мобилизация, так как не поместилось все название целиком в YouTube. И давайте об этом поговорим, друзья. Дело в том, что события, которые сейчас разворачиваются, они разворачиваются стремительно, неотвратимо. Вот в одном направлении они движутся, эти события. И важно быть готовым. Ну или хотя бы предположить сценарии развития, которые могут быть в ближайшем будущем. Валейк салам шамсат, маш вовель. Маш вовель, маш мокш. Все отлично, да. Поэтому давайте, друзья, общаться, давайте разговаривать. Наш канал запрещен на территории фашистской России, поэтому и я сам внесен в список иноагентов, то есть вам нужно быть осторожным с распространением моего контента, моей информации. Друзья, я вынужден вас об этом каждый раз предупреждать. Под каждым видео я также указываю, что вы должны заботиться о своей безопасности, хранить конфиденциальность своих данных, личных данных, чтобы вас было сложнее обнаружить или как-то вам предъявить какие-то обвинения. Поэтому, друзья, не забывайте об этом и давайте поговорим. ФСБшников много в Рашке. Добро с кулаками. Я не знаю, сколько там их, наверное, миллионы стукачей, не миллионы. Есть действующие сотрудники Федеральной службы безопасности, а есть их агентура. Это старые советские кадры, чаще всего это потомственные кадры, еще от НКВД передавались там дети, внуки и так далее, вот этих стукачей и осведомителей НКВД, КГБ, ФСБ. Ну и лет, наверное, 10, наверное, может быть, 15 назад они приняли закон о том, что стукачи, агенты КГБ, будут получать пенсию. То есть фактически их приравняли к рабочим, к их вид стукачества, осведомления был приравнен к труду. И теперь они получают пенсии. На России они получают за выслугу лет, сколько там лет стучали. Их, наверное, будет легче сейчас определять. Фактически это делалось для того, все ту же канву это ложится. Вот все вот эти вещи, они всегда мне доказывали и подтверждали версию о том, что Россия строит новую империю, третью империю. И вот эти стукачи КГБшные, они являются таким обслуживающим персоналом непосредственного дворянства. Никогда стукач не может стать действующим сотрудником КГБ, это железное правило. Он может стать сотрудником МВД, он может стать там в СИН, пойти еще куда-то, там в налоговую они его высылают. Но чтобы он стал, если он был стукачом, он никогда уже не станет сотрудником ФСБ, то есть элитой, главными там дворянинами у них не станет. Ну,
И вот эта масса, может, 1 000 000 человек, может, 2 000 000, я не знаю сколько. В советское время вербовали всех, и у них правило такое. Ну, можно по разговорам их понять, когда они говорят. Основное их правило — это а, количество переходит в качество. И поэтому они вербовали всех. От дворников, все дворники в Советском Союзе должны были доносить. Там учителя, директора школы, заучи, все религиозные деятели, шашлычники там в каких-нибудь хороших ресторанах, там, кто у них там, на двери, которые в ресторане стоят, швейцары, или в гостинице. Вот эти все люди, вот по большей части, были всегда осведомителями. И в советское время были, и так. Потом, кроме КГБ, большое влияние и большую силу имеют военные. Потому что это Кавказ, на Кавказе всегда нужно воевать, всегда нужно убивать, всегда нужно закручивать гайки там и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что больше даже, чем ФСБшных агентов на территории Чеченской Республики Ичкерия, может, в связи с этими событиями, есть больше а, агентов, стукачей, которые работают на военную разведку российскую. В принципе, это то же самое, что и Россия, но то же самое, что ФСБ, то же самое, работа на Россию, но непосредственно, да, вся информация, головной мозг — это ФСБ, у ФСБ по Чеченской Республике, но непосредственно в Чеченской Республике, мне кажется, вот почему-то по ощущениям, по наблюдениям, по фиксации разных товарищей, можно предположить, что военных стукачей в Чечне больше, чем ФСБшных стукачей. Хотя и военные, они и есть ФСБшные, так, чтобы вы понимали. То же самое происходит здесь, в Европе. В основном здесь орудуют а, военные, российские военные. Как бы ФСБшники всегда остаются не при делах. Они как бы занимаются там шпионажем, там антиконституционными, ну, то, что они должны по Конституции заниматься. А на самом деле это не так. На самом деле антитеррористический центр занимается террором. Антинаркотический центр занимается наркотой. Об этом Литвиненко нам еще рассказывал. И так далее, и так далее. Но всегда исполнителями являются как действующие военные, так и агентура вот этих военных. Агентура вот этих военных. Короче говоря, вот такая вот там ситуация намечается. И сейчас, по всей видимости, на России намечается всеобщая мобилизация, отмена моратория на смертную казнь, ну и всеобщая мобилизация. Это вот основные вещи, к которым готовится руководство фашистской России, и они готовятся к гражданской войне. Так русские хотели чеченскую войну сделать, ну, войну в Чечении, в Ичкерии, назвать чеченской войной и объявить ее гражданской войной. Так они старались везде, куда они приходят, что на Донбасс они пришли, так они старались, что украинцы, граждане Украины убивают друг друга, объявить это гражданским конфликтом. И, по всей видимости, в России назревает и, скорее всего, произойдет, мне кажется, уже без сомнения произойдет гражданская война. Будем смотреть. Внутрирусский конфликт. Да, русская война, СЦ. Это будет русская война. Чеченская война, Уларицар. Русская война это будет. Да, все со всеми и все против всех. Да. Валейк салам, гражданин Ичкерии, чеченский сионист. Всем свободным салам, маршал Дэн, витаю вас. Так, салам с Тбилиси, Ливан, салам с Казахстана, Рикманс, Алга, Казахстан, друзья, Грузия, все вас, друзья, я вас сердечно приветствую. Это очень хорошо, что Украина, Грузия, Казахстан, Литва, Эстония. Юрий как раз только сказал Эстония, и в ТикТоке появился. Одновременно вы сказали. Я только произнес это слово, Юрий, вы написали Эстония. Представьте.
Роман Мяльщинский, валейкум, всех, друзья. Мне очень важно, что вы заходите, важно, что вы просто даже свою страну напишите, на своем языке поздороваетесь. Этого достаточно, чтобы понимать, что мы есть а, все разные, всех разных национальностей, разных вероисповеданий, государств и так далее. Ну, движимы одной целью, все демократы движимы одной целью. Они называли внутричеченский конфликт. Да, внутрирусский конфликт. Совершенно верно, Эссе, да, внутричеченский конфликт. Начинается следующий стрим, кстати, надо не забыть назвать внутрирусский конфликт. Хорошее название для стрима, я тебе скажу. Надо запомнить. А то у меня иногда бывает кризис. И не могу чего придумать. Deutsche Noche. Так, Deutsche Noche. Руслан, а ты вот не в тему здесь. Вот здесь все в тему, а вот ты со своим флагом не в тему. Русланд у нас ассоциируется с империей, понимаешь? А мы антиимперцы. Так, ассаламу алейкум, сабусал ваш Швейцарии. Ва алейкум ассалам, сабусал ваш Байсангур. Оуши кара лахар, шаул мижги, үш белчуе, мот büyük болч, таболчанч, о лазар, қиетердар, қиетердар, гражданин ичкери. Үш бадек дич, бөган хиш бу, цер хала, чуга дигдат, морально дигдат цер хала. Игас кшах, дözендар цер шадек, игас қи цера шаюл, да, по-русски сейчас скажу. Те деятели, которые прислуживают России, их вся теория была построена, когда ты им объясняешь, смотри, они нас только убили, они несут только зло, ничего Россия не созидает ничего, Россия не несет ни образования, ни технологий, ни нравственности, ни морали, ни человечности, ну, абсолютно ничего Россия нам не несет. Ну как мы можем быть за нее? И аргумент, последний аргумент вот этих негодяев, он был, заключался в том, что говорили, что у России есть атомное оружие, она непобедима. И если мы будем с ней, то мы можем просто занять какую-то позицию и будем находиться, главное, вовремя там пятку лизнуть, и все будет отлично. Но, увы и ах, сейчас происходят события, которые они не могут поверить. Они всегда так убедительно. Меня удивляла всегда их такая убежденность, что если на Россию не хватало кому-то дел или там не обращало внимания мощное государство, чтобы не связываться, как говорится, с тем, от чего может, как говорит сотник, можно холеру подхватить. Вот если с этим никто не хочет связываться, это же ни в коем случае не значит, что ее нельзя победить. Но аргументы вот такие вот мощные выдавались, причем убежденные такие. И меня всегда это забавляло и веселило, когда так люди говорят, ну как ты можешь, мы же несколько тысяч наших бойцов гоняли эту армию там и все остальное, нам просто не хватило физических сил даже захватить эту бы Россию, как русские рассказывают, что там Басаев напал на Дагестан, на Россию, типа, ну как мы могли бы захватить Россию просто физически, просто занять, сколько нужно бойцов, чтобы в каждом городе их оставить, сколько чеченцев нужно оставить. Поэтому ничего а, поделать уже они не могут, к сожалению, глубокому их разочарованию, да, они очень расстроены, что Россия оказалась не той, кем она себя позиционировала, кем она себя представляла. Поэтому я выражаю искренние соболезнования подхолопным, что ваша Россия оказалась не такой мощной и сильной. И какая-то там вообще несерьезная украинская армия, вообще, которой ее нет, то еще за 3 дня Киев там всю Украину разматывает. Оказывается,
Теперь взять Авдеевку — это достижение целое. Это, оказывается, взяли Авдеевку, представьте. А как же Париж, а как же Варшава, а как же Берлин? Куда все делать? Киев, вообще я его даже не рассматриваю. За 3 дня и пошли дальше. А тут Авдеевка какой-то, Солидар, Бахмут. Причем все сравнивается, сравнивается с землей. Как-то так, друзья. Поэтому не отчаивайтесь. Россия Деон. а, Больше не будет. Да, все идет по плану. Абсолютно фаерсвер. Я полностью с вами согласен. Все идет по плану. Так, мог бы ты поехать с этими флагами в Афганистан, Сирию и Палестину, говорит Асган. Ты мне объясни, зачем я должен ехать в Афганистан, Сирию и в Палестину вот с этими прекрасными флагами? Я не могу понять, зачем? Э, ну, я тебе скажу одно: если здесь будет флаг Палестины, Сирии и Афганистана, то им ничего не сделают. Я не знаю, на что ты намекаешь, что если я поеду с этими флагами туда, но тут им с афганским, сирийским, я здесь сирийским флагом выходил, но только не с Асада, Башара Асада флагом, а с оппозицией, и поддерживал тех, кто выступал против него. Очень долго причем выступал. А, Против войны в Афганистане, я считаю, она была неправильная, абсолютно я ее считаю. Америка совершила большую ошибку, зайдя в Афганистан, и 20 лет там занималась тем, чем занималась. Но я думаю, все равно нет худа без добра. Какой-то плюс в этом тоже будет и для мира, и для Соединенных Штатов Америки. Про Палестину, ну что тебе про Палестину ты говоришь? Ну, то же самое можно сказать. И про эти страны. Это бедные страны, которые уничтожаются благодаря тем, что их используют сильные государства, сильные страны. В основном это является, конечно же, фашистская Россия. Не в основном, а, по-моему, единственным даже. По-моему, может, там еще где-то кто-то рядом ошибается, но в основном и единственным, на мой взгляд, является фашистская Россия и ее сателлиты, так называемые. Но самое интересное в твоем вопросе то, что им здесь можно, в Германии, поднимать флаг своей страны, а мне нельзя, значит, поехать и поднять свободно демократически. И вот и делаю вывод. Эти страны, вот, которые флаги за моей спиной, которых висят, могут и Афганистан, и Сирию, и Палестину просто размотать вот так. Вообще ни одного геноцид устроить, как русские устраивают на Кавказе геноцид, в Ичкерии, как китайцы устраивают геноцид уйгуров. Вот эти американцы, вот эти западные страны, они могут вообще сделать так, что будут по стойке смирно ходить там все. Просто если взяться за это, понимаешь? Технологии, финансы, опыт, сила, вооружение. Это имеется в огромном количестве. Понимаешь? Просто не хотят этим заниматься, потому что, ну, нет сумасшедших, нет таких дебилов, как на России. И то, что ты говоришь, это очень хорошо показывает, могу ли я поехать. Конечно, может быть, там меня убьют такие же, как ты. Ну, а по большому счету, свобода, сильное, мощное государство, сильные государства, они не обращают внимания, что какие-то там флаги здесь кто-то поднимает. Здесь свобода. И поэтому эти страны сильные, понимаешь? А не потому, что они исповедуют христианство или ислам, или еще какую-то там религию, или вообще никакую не исповедуют, или исповедуют коммунизм. Дело не в этом. Дело в том, что есть свобода личности, свобода человека. Человек является основной, главной ценностью в этих обществах. Да, не идеально сейчас, чтобы вы мне тут не набрасывались сразу со своей критикой. Ничего идеального в мире нет, на том свете будет. Все идеально, наверное. Не знаю, для кого-то будет не очень идеально и на том свете. Поэтому это очень хорошо показывает, кто вы есть, когда вы такие вещи говорите, понимаете? Вы живете здесь, в Европе, пользуетесь достижениями свободных людей, интернетом. Это американское изобретение.
iPhone это американское, смартфоны это американское изобретение. Очень много что дала нам Америка, огромное количество чего нам дала Америка. А что нам дали вот вы, такие люди, которые не думают дальше своего носа и ненавидят тех, кого вам прикажет ненавидеть русская пропаганда? Я свободен от русской пропаганды, я свободен от России, от вообще от русских нарративов, понимаешь? Поэтому я не обращаю внимания, вы меня не загоните в рамки, в которые вам удобно загнать и заходить, и играть на чувствах мусульман. Это очень низко, очень низко. А, Ну вот, я надеюсь, ты меня услышал, да. Салам ашал дуасету, салам ашал. 11 миллион бусална баян пачал, байрк бух. Грозные и Мичардаллахуны 11 миллионов. Ну ладно, все, давайте ваши вот эти сказки, Грозные, там вот эти заходят. Вы работаете на Россию, понимаете? Вы на ваш аккаунт заходишь, вы не делаете ничего для чеченского народа и для свободы чеченского народа. Вы не делаете ничего, чтобы привлечь к ответственности и наказать тех, кто убивает чеченский народ. Но вы заходите ко мне на мою страницу, когда я начинаю говорить о проблемах фашистской России, о войне, ее против Украины и так далее, вы начинаете меня отвлекать от всего. Вы враги чеченского народа, потому что я выступаю за права чеченцев, а вы мне этого мешаете делать, понимаете? И вы это делаете за деньги, за платно. Вы служите России. Поэтому ваше внимание, ваше мнение не имеет никакого значения. Понимаете? Ровным счетом ваше мнение не имеет никакого значения. Вот вы можете только или молодежь подбивать, или распространять слухи. Я не буду говорить о том, что вы хотите говорить. Я буду говорить о том, что фашистская Россия катится к 1937 году. Я буду говорить о том, что военное положение будет вводиться в фашистской России. Будет всеобщая мобилизация и за отмена моратория на смертную казнь. Вот об этом я буду говорить. Так. Давайте продолжим, да, а то тут мне спамят просто, и спамят, спамят и спамят. За 2 часа Ичкерию. Так. Ассаламу алейкум, Шамиль. Ва алейкум салам. Мне кажется, на Россия постепенно превращается в закрытую колонию. Это скоро будет сплошная огромная зона, где будут жить преступники, полицаи, люди, работающие в структурах, люди работают. Да, чеченские сионисты. К этому они готовятся. Этому они готовятся. Это лучший вариант закрыть страну, превратить ее в Северную Корею. Это лучший вариант, о котором мечтает ФСБ и КГБ. Это их сценарий, вот к чему они идут. Но дело в том, что не все идет по их сценарию. Если бы по их сценарию они все планировали, как у них прошло бы, то они бы за 3 дня взяли бы Киев. Затем, когда не получилось взять за 3 дня Киев, следующий сценарий у них был разжечь мировой пожар. Мировой пожар разжечь. Ну, пробовали еще с беженцами, если вы помните, как они бомбардировали, чтобы приезжали беженцы в Европу, и под видом вот этих беженцев засылали своих людей здесь, чтобы здесь проводить террористические акты, здесь, в Европе проводить террористические акты. Не получается у них, потому что перекрыли кислород им повсюду. Спецслужбы на Западе, в Европе, к большому моему удивлению, если честно вам сказать, оказались не просто на 5 работают, они на 5 с плюсом работают. Ну, если исходить из нашей школьной бальной оценки. На 5 с плюсом работают. Делают такие вещи, которые мы не знаем, засекречены у них. Мы еще не знаем их методы ведения работы, там, расследования и так далее. Потому что сейчас 21 век, технологии, все такое. Короче говоря, все отлично. Все в этом плане отлично. Затем они попробовали
разжечь мировой пожар революции, исламской революции, мусульманской революции. Террористы из Хамас под видом борьбы за Аль-Аксу, которая находится в другом месте, вообще нету дела ни до какого Аль-Акса никому, кроме вот этих сказок и вот этой пропаганды, которую нам рассказывают. Нужно было разжечь мировой пожар, и для того, чтобы как можно больше вовлечь людей в эту войну, отвлечь внимание фашистской Русни от внимания от войны фашистской Русни против Украины и отвлечь на другие вещи внимание. И это не получается. Сейчас террор совместно с ИГИЛ или же при каком-то направлении ИГИЛ, при поддержке ИГИЛ, пособничестве с ИГИЛ, как-то в любом случае, на мой взгляд, я могу ошибаться, на мой взгляд, при помощи российских спецслужб будут загонять свой народ в стойло, запугивать, страх, террор, убийство, потом попробовать провести террор этими же руками ИГИЛ-К в Европе и сказать: смотрите, мы все страдаем, что у нас общий враг, мы должны общего врага объединиться. Давайте объединимся. Вот с этой целью, может быть, сейчас дальше будет развиваться событие. Не оставляет свои потуги разжечь мировой пожар. Не оставляют они. Короче говоря, в любом случае фашистская Россия катится в тартарары. Все ублюдки, которые служат этой фашистской России, все негодяи и мерзавцы, вы все останетесь на бабах, как говорится. О вас станет известно. На вас каждого, кто служит ФСБ, ГРУ, на каждого заведены специальные дела вашими кураторами. И потом все это будет рассекречено. Все ваши подвиги, как вы кого сдавали, как вы на кого стучали. Это все тоже станет известным. Рано или поздно. Понимаете? Вы думали, что это останется... В 91 году вы очень сильно испугались, что это станет достоянием общественности. И в 91 году вам повезло. Многим повезло. Сейчас это везение не будет. Хотя у вас надежда есть, и питайте, пожалуйста, питайте эту надежду. Поэтому Россия будет пытаться закрываться, она будет использовать вот этот метод закрытия, как в Китае. Они хотят сделать свой суверенный интернет, они хотят закрыться, как в Северной Корее. Нужно всех убивать, кто не согласен, всех расстреливать, репрессировать, там, выселять. И так далее. Это все мы в Чечне, в Ичкерии видели, поэтому ничего нового нет. Все обкатывалось на нас, на чеченцах, под радостные аплодисменты населения России, которое очень радовалось этому. И этот колокол бил по вам, уважаемые россияне, по вам. И вот эта ситуация сейчас будет усиленно раскручиваться. И да, они попробуют, но с другой стороны, у России очень много ресурсов. Россия очень многим должна. У России есть атомное оружие и большая территория. И нету того порядка, какой есть в Северной Корее, да, который уже выстроен 80-70 годами контроля за этим населением. Да и, может быть, менталитет отличается. Хотя советские граждане тоже жили, мы же все прекрасно помним эти времена, когда мы находились в таком же положении, как в Северной Корее. Поэтому, вероятно, Россия планирует, спецслужбы ФСБ России планируют, как после окончания Первой мировой войны, провести революцию, и чтобы большевики, новые люмпены пролетариата, взяли власть, им, то есть передали власть, всех богатеньких, всех, кто работает якобы на Америку, там, на Запад, всех расстрелять, раскулачить, там, третье, десятое. Это людям понравится, народу, биомассе это тоже понравится.
Ну и вот потихоньку будет поедание друг друга. Вот по плану они и так планируют. Может быть, они хотят на 70 лет создать вот это закрытое свое общество, где спецслужбы там будут самыми главными, военные и менты будут исполнителями. И вот таким вот образом они будут править, ну, 20 лет, 30 лет, 50 лет. Вполне возможно. Исключать нельзя ничего, в принципе. Но по большому счету, у них, я думаю, ничего не получится, как не получилось с Киевом за 3 дня, как не получилось мировой пожар революции на день рождения Путина разжечь при помощи террористов ХАМАС, там, провести здесь масштабные Европе террористические акты, хотя это еще только предстоит, еще с этим борются, это еще не решенный, не закрытый вопрос. Ну, вот такие вот вещи, очень, которые они планируют, у них не получаются. Как бы не готовы они были, как бы очень они не готовились к этому, все равно у них не получается. Я думаю, что закрыться им так не получится. Я думаю, закрыться им так не получится. А там будем посмотреть, да, как что будет. Так. Так, о, к нам девочки пожаловали. Привет, привет, девчонки, да. Так. А что, Аслан, делать в таком случае? В каком случае? Можно поподробнее? Всем бавонятка, здравствуйте. Аслан, не, р- не равно прочитал новость. Они после теракта в Крокусе задержали и чеченцы, и попытки выбить признание убили. Да, чеченский сионист, там был задержан парень. а, Этот парень был казнен. Об этом первым сообщила российская лживая какая-то там группа парней под названием Рус-1 Одат. А мы знаем, что этим братьям, два братья, сыновья судьи Ингулбаевы, им верить нельзя еще с того момента, как они Тумсу Абдурахманова открыто сказали, что он там погиб, там еще что-то, сказки распускали. Несмотря на эту откровенную ложь, Deutsche Welle на русском, Кавказ Реалии, кто там, Радио Свобода на русском, кто там еще, по-моему, BBC тоже на русском постарались, они все распространяли информацию. Если бы я один раз распространил бы информацию такого ложного содержания, потом нагло сидел бы и говорил бы, что я взял за это деньги, и вам солгал, потому что там немножко там сколько, 5 000 или 50 000 долларов мне за это заплатили. Меня бы никогда бы никто бы не показывал бы и не смотрел бы. Меня бы там, я не знаю, подняли бы на вилы. А этих дальше начинают повторять. Я вот почему вот эту информацию про убийство вот этого парня, откуда они сразу это узнали, во-первых. Потом, если они узнали, никто им не верит. Тогда можно уйти с площадки вот этой информационной, потому что веры уже все, доверие, уважение потеряно. Ну, это все иноагенты, это россияне. Если вы обратили внимание, вот эти все защитники ислама, Корана и сунны, джихада, халифата и всего остального. Сейчас на канале Ходорковского Тумсо Абдурахманов, там скоро Халитов подтянется, ихний там же этот, как его, Белакиев. Вот эти все люди там же опять собираются. Это самые-самые такие турбо-мусульмане, короче, как этот Хамас, который тоже исламские джихады, там всякие, там, и так далее. Вот этими сказками нам вот эти российские спецслужбы, рассказывая нам, какие они мусульмане, мусульманистые самые, мусульманистые мусульмане. Оказывается, они потом связаны с какими-то ходорковскими, овальными, навальными, там, третьими, десятыми.
Поэтому вот эту информацию, которая была по этому парню убитому, я не знаю, как он погиб. Информация была только лишь от Адат, вот от Рус Адат, и эти люди не заслуживают никакого доверия с моей стороны. Поэтому я это не комментировал, я воздерживался. Появляется сейчас в других источниках информации, сейчас распространяются фотографии уже после вскрытия и там, установления, видимо, причин смерти этого парня. Дал Геш Дуэльцун, дал Дек Алуэле. Просто человека обвинили, не доказали ничего, виновен, мы не знаем. Я знаю, что таких случаев невиновных убийств бывает огромное количество. Чеченцев убивали просто так, просто так. И я абсолютно не исключаю, что этот парень тоже убит просто так. Но информации у нас нет. Информации нет, потому что вся эта информация, она нет достоверной информации, она не доходит до нас. Да. А люди, у которых погиб, они должны сами заявить об этом. Такие вот дела, да. Да, Асхаб Успанов, да, чеченский сионист Баркал, да, Асхаб Успанов, его имя, говорят, фотографии есть, все уже есть человек, что погиб. Ну вот видите, когда нету доверия к источнику информации, то вот такие вот накладки бывают. Просто вот эти люди, что вот всех вот этих блогеров, которые я перечисляю, они все работают на Россию. Они все работают в интересах России, лично деньги. Нету чеченского интереса, чеченского вопроса. Наших там никаких дел там нет. Нужно, чтобы Западу показать, что ты какую-то работу ведешь, чтобы тебе какие-то гранты выделили. Они все сидят на грантах, они все получают откуда-то там какие-то копеечку. И вот таким вот образом дискредитируют как чеченцев, так и всю информацию, которая исходит от них самих. Их нужно разоблачать, и нужно не смотреть их, не слушать их. Дакайку без, дабузит без, да, ацаш. А сам он виноват, потому что чеченец. Ужас, соболезнования семье погибших русский фашизм. Да, это преступление. Это единственное преступление, которое мы совершаем. Мы рождаемся чеченцами. А за 2 недели до Крокус убили в Москве 2 казахов. Да, 9 августа были убиты 2 гражданина Казахстана. Да, это правда. Добрые. Я смотрю, новые вот эти объявились, которые тут распространяют ложь. Ну, конечно, ложь, она всегда ложь, и она все равно не станет правдой. Но дело в том, что а, распространяя ложь обо мне, вот сейчас вот в ТикТоке, тут мне это пишет, и там распространяют, создают разные картинки, эти, ну, короче говоря, понятно все. Плохой рекламы не бывает. Пожалуйста, я абсолютно не парюсь, да. Пожалуйста, распространяйте, что хотите. Пусть больше людей узнает, что есть такой человек, как Аслан Арцуев. Придут сами, послушают, о чем мы говорим, да. И все, что вы говорите, будет на пользу нашему общему делу. Знаете, о чем я думал недавно? У нас фактически ресурсов нет, ногчи. Ойлеш, делдеш, ойле. У нас практически ресурсов нет. Нас запрещают на территории фашистской России. Нас дезинформируют, дискредитируют. Ну, все делают. Убивают, запугивают там. Ну, все, что только можно делать. И несмотря на это, и нас не так много, кто ведет эту деятельность, которая чисто на работу для своего народа пытается что-то сделать. Несмотря на это, в огромном количестве они запускают сюда своих троллей, которые никогда бы слово «Ичкерия» не произнесли бы. Они говорят «Ичкерия» и их выворачивает, как оборотней от солнечного света. Понимаете?
Несмотря на это, мы их вынуждаем говорить об Ичкерии, создавать симулякры, создавать свои какие-то там эти. Ну, это же супер просто. Представьте, с минимальным ресурсом несколько человек заводят такой шухер, что они вынуждены просто о нас говорить, там, работать, писать, распространять. Представьте. Это же круто, как это работает, понимаете? И самое главное, то, что они делают, оно все останется, то, что хорошее останется. А они сами канут в лету, они будут осуждены. Террористическая банда ФСБ будет осуждена на веки вечные, понимаете? Вы после 45 года никогда не слышали про организацию СС и не услышите. Точно так же вы не услышите про организацию ФСБ. Через ну, после 25-го или там 35-го года, неважно, но вы не услышите. Как-то так, Дион, да. Анастасия, кто мне подарки подарил? Вы? Так, Анастасия, спасибо, спасибо. Слава Украине, героям слава, героям слава. Арбуал Цабеш, Ашваларо. Конечно, вам бы хотелось, чтобы Айль. Спасибо, Стелла, спасибо. Конечно же. Оснащая спецслужб Хильезова Европа и противовес ФСБ. Конечно, чеченский сионист, конечно. Конечно. There is he. О, is. Спасибо, спасибо. Спасибо, Израиль. Так, як то бы, что наши украинские дроны разбили войсковой завод в Татарстане. Любомира, да, это очень хорошая новина, это очень хорошая новость. И мне кажется, это самое лучшее, что сейчас вот происходит. Я даже боюсь об этом говорить лишний раз, чтобы не сглазить. Наносятся удары по нефтеперерабатывающим заводам, причем не по хранилищам самим, где лежит эта нефть, газ, там, бензин, что у них там, а вот по перерабатывающим вот этим главным вот этим штукам, которые находясь в санкциях, России будет трудно это все быстро восстанавливать. И это нанесет колоссальный урон, колоссальнейший урон нанесет. Я думаю, что нужно увеличивать эти удары в огромном количестве, чтобы Россия была в коллапсе, в топливном коллапсе, чтобы танки не передвигались, чтобы все было ограничено очень сильно. Конечно, это автоматически все отразится и на инфляции, и на всем остальном. Но это комплекс мер, который применяется, и я полагаю, что это будет усиливаться. Это без сомнения. Если кто-то рассчитывает, что сейчас все само рассосется, там сейчас там украинцы все забудут, похоронят своих десятки тысяч убитых, разрушенные свои города, утрутся и скажут: ну ладно, россияне, ну мы же братья, давайте, ладно, мириться, выпьем горилочки и все закончится. Это далеко не так. Это если так, там, за поребриком питают иллюзии, могу их всех поздравить. Да, может это затянуться на год, на два, на три, на пять, но я думаю, что и в этом году будут колоссальные изменения, колоссальнейшие. И все будет Ичкерия, да, все, победа будет за нами, враг будет разбит, и, конечно, все отлично. Их на самом деле превратят в фанерно-спичный комбинат. Да, ФСБ давно пора превратить в фанерно-спичный комбинат. Уралмаш, гори ясно. Амин. Да, муцадол. Вай буал мабуй. Вайн халгар бияш буал мабуй. Вай бабиеш буал мабуй. Шабега вежарей. Мел дохкум дугайшан. Вайн гагуш. Вай барикшти. А вайн зи мелдин долум. Халат кul штук. Надул штук цейр. И дадейраду. Цадали трэш, духальбол, тесбел бокс, тацна бутига. Ну вы от имя гордец, понимаете? Настало вы хантикать чешун. Кеги чарк, особенно бошунас, кеги наш. Алгоут, маие, ас бог дачун, чулел рит уамби. Цадиез, ни в коем случае.
думать, учиться, мобилизоваться, объединиться одной идеей, одним стремлением. И дадишь душу новой. Салам, Мелиса, салам. Амаджоба Генецуале. Аслам Монстр. Да, есть немножко, да. Слава Украине, героям слава. Смерть русским оккупантам. Аллах Украины, героям слава. Так. А рашисты бегут от взрыва и кричат: за что это нам? Это бараны до сих пор не понимают, за что. Пока будут жить, для меня русский враг навеки, говорит Светлана. Да, самое интересное, у них нарушено вот это восприятие, причинно-следственная связь. Они часто говорят: а мы за что? Я же ничего не делаю, я вот живу себе, никого не трогаю. Зато когда они уничтожают кого-то, это все аплодируют, нравится. Когда к ним прилетает, ну я же всего лишь аплодировал, ну и что я, тут какое-то нарушение есть. Так, Россия, да, Зубов, мечты ничего у тебя. Аслан, жонатем им будем донатить и до самой перемоги. Да, жонатим и будем донатить и до самой перемоги. На дроны вы имеете в виду? Друзья, самое интересное, вот эти события, которые сейчас развиваются на России, они фактически уже неотвратимы. Давайте вернемся к нашей основной теме, о том, что происходит в фашистской России. И меня вот интересуют россияне. Вот что вы собираетесь, россияне, делать? Вы ж должны понимать, что вас ведут в пропасть. Нельзя же просто так дать себя, просто отправить на убой. Женщинам, в принципе, в первую очередь, наверное, нужно к матерям и к женщинам, к женам обращаться. Ведь вы останетесь без сыновей, матери, жены, россияне, без мужей. Их не будет, понимаете? Полностью зачистят, полностью. И все равно будет проигрыш этой войны. Никакой победы не будет. Понимаете? Победы над Украиной не может быть в принципе. Понимаете? Ну, не знаю. Вам виднее, конечно. Я просто хотел бы, чтобы быстрее все это малой кровью закончилось. Но вот никто не хочет понимать. Вот такие вот дела, друзья. На России начинается русская война. Да, как очень хорошее название, мне кажется, русская война или внутрирусский конфликт, да, так мы его назвали. СЦ, так мы его назвали. Внутрирусский конфликт или русская война. Ну что ж, я готов увидеть это. Я готов. Я много что увидел от вас, россияне, русские, имперцы. Я теперь готов созерцать, как это будет происходить в обратном порядке. В принципе, я готов. Да. Мне большую коробку попкорна, большую бутылку колы. Все, как мы любим, по-американски. И давайте будем наблюдать в прямом эфире, как вас будут уничтожать террористы, которые те же ФСБшники будут тоже уничтожать вас, россияне, которых вы хотели уничтожать. Вы у нас в Чечне проводили сколько терактов. Покушения президента, взрывы на рынках, на вокзалах. Вы сколько нас убили, русские. И представьте, теперь это все в ваш дом возвращается. Представьте. И Москва будет разрушена, русские. Будет обязательно. И другие города ваши будут разрушены. Вы думаете, только Киев можно бомбить, а Москву бомбить нельзя? Вы очень-очень сильно ошибаетесь.
Вас ждут такие потрясения, даже не представляете, как это будет страшно. Мы это все видели, поэтому знаем, как это страшно. Мы вам передаем привет. Маску смерти, маску людоеда вам пора сбрасывать. И э, мне очень жаль, конечно, что так будет, но вы сами виноваты. Я хочу Третью мировую, говорит Рашид Ачабаев. Рашид, а ты не хочешь сам поучаствовать в этой Третьей мировой? Не хочешь на передке побывать этой? Она уже идет, Третья мировая, я тебя поздравляю. А сам у тебя какое гражданство? Немецкое? Да, я гражданин Германии. Я гражданин Германии. России и гражданин Ичкерии, конечно же. В России нет никакого политического процесса, никакой оппозиции. Там один большой deep state КГБ, ФСБ. Абсолютно, абсолютно, Ливан. Совершенно верно. Так, спасибо, Скайдайв, за подарок. Совершенно верно, чеченский сионист. Города России будут гореть. Мила Бино. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Мила. Юрий Мирсван, так, ты за Кадырова, говорит Ратник Original. Конечно, это очень смешной вопрос, я вам скажу. Сумасшедший бородач, говорит Алекс. Третья мировая война будет с Даджалем, говорит Рашид Ачабаев. Третья мировая уже идет, Рашид. И она идет с Даджалем, который восседает на Лубянке и в Кремле. Это правда, да? Война идет с Даджалем. Германия или США? Что значит Германия и США? Гражданство у меня Германия или США? Ну, ты угадал, Адам, у меня американское гражданство. Привет, привет, Кузьма, привет. Даджаль Путана, да, совершенно верно. ФСБ террористическая организация. Да, Роман, абсолютно. Ахмад Силас. Прит Шухал. Еле играет на Call of Duty, понятно. Даджаль сидит в Кремле. Да, на Лубянке в Кремле. Ну там, центр Москвы, короче. Не ошибетесь. Один ограниченный ударчик, и не ошибетесь. Да. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Добрый день. Добрый. Аслан, как вы относитесь к Ходору? Как к бандиту и преступнику я отношусь к Ходору, на котором просто, если исходить из того, что занимался его начальник охраны или там начальник его соратник, за которого он сейчас мазу тянет до сих пор, там гора трупов просто, комсомольцы просто шли по трупам, прибирая к рукам советскую собственность, да, занимаясь приватизацией. Это скажите, кто ваш друг, я скажу, кто вы. Поэтому Ходор — это матерый преступник, агент КГБ СССР, а другой вожак комсомольцев быть и не мог. Это другой быть не мог. У меня есть небольшая статейка на эту тему на YouTube-канале в разделе «Сообщество», и на Фейсбуке есть про этого Ходора и его деятельность. Это так, штрих к этому деятелю. И я не понимаю, почему имперцы такие, как Ходорковский, Кох, который здесь в Германии проживает, ну и другие здесь имперцы, до сих пор себя вольготно чувствуют. Почему их не отправляют обратно в Россию? Почему их не сажают к чертовой матери, например? Ходорковский и Навальнята, например, подняли явку.
Ну, это же откровенно, над нами все смеются, друзья. Когда они просто откровенно над нами смеются. Хадарята и Навальнята открыто говорят: приходите 12 часов на выборы, покажите, что вы не согласны с Путиным. Таким образом, здесь, в Европе, они делают так, чтобы те, кто идут голосовать за Путина, могли под шумок пройти и их не зафиксировали. А так же страшно идти. Вдруг узнают, что вы идете голосовать, и вас лишат социала, лишат вас политического убежища, еще чего-то. И когда вам Навальнята и Ходорята рассказывают, что надо идти, и Каспарята там тоже, можно к ним же приписать, и что нужно идти на эти выборы, то вам тоже уже не страшно, потому что вы будете голосовать, стоять в очереди, посольство, например, и можно всегда сказать, что вы против Путина шли голосовать. Плюс поднимается явка. Таким вот образом показывается, что смотрите, сколько людей голосует, ну, вообще принимают участие в этом преступном действии. Понимаете, это откровенно все делается, это абсолютно издевательство над всеми нами. Изобретается не механизм бойкота, там, на 3 дня вообще не уходить на работу, объявить стачку по всей России, не подходить близко к избирательным участкам. Этого никто не говорит. А вот когда нужно, все нам рассказывают, какие они оппозиционеры против Путина, против его системы. А вот когда нужно, вот самый пик, когда нужно где-то зафиксировать так, чтобы был нанесен вред Путину и ФСБ, вот этой системе учреждения ФСБ, все всегда подыгрывается. Что в 2011-2012 году сливались все вот эти митинги Навальным, Яшиным, там, это Собчак, там, кто они там были. Что вот все это время продолжать? Почему их здесь на Западе держат? Почему им дают слово? Почему их так возносят? Не могу понять. Не могу понять. Может, какая-то своя какая-то игра, может, что свои какие-то действия. Но если настоящие русские, не симулякры, а настоящие, искренние, которые хотят демократии, свободы, любят свою страну, народ свой, не имперцы. Если они такие есть, то эти люди должны о себе заявлять, а не ждать, что какие-то Навальнята, Ходорята, там, сказали вы мне про этого Ходора, я вот вспомнил все вот то, что накипело, как говорится. Ну сколько так можно, а? Ну сколько издеваться можно? И сидят, заступаются, пишут за них комментарии, там, этот, третий, десятый. Вот все, кто выступает на канале Ходорковского, Навального, им всем нужно объявлять бойкот, их всех нужно, там, может быть, найдется один-два нормальных, и то я сомневаюсь, что там есть нормально. Все работают на свой карман, на свой имидж, на КГБ, на ГРУ, еще на кого-то. На русский народ, на Россию, на демократию, на права человека там никто не работает. Никто абсолютно. Понимаете? Вот это нужно как-то пресекать. Это должны делать русские. Когда я это говорю, я враг русских, я там ненавистник русских, русофоб, какой-то там еще там, черный, чурка, все остальные эпитеты, которые вы знаете русские про нас. Ну вы же тогда, где вы русские тогда, где, если вы против? Вот поэтому 87% рисуют. Сразу же вы потом говорите, а почему вы, чеченцы, в Чечне Кадырова терпите? Говорит. А сразу вам ответ, что вы мне такой не говорили. 300 тысяч нас убили, 30%. Когда вас 27 миллионов убьют от 90 миллионов, тогда будем разговаривать с вами в таком же тоне, как нужно говорить с чеченцами. Значит, все, вы заслужили, вы достойно сражались, бились, показали, как это нужно. Вот как-то так, Дион. Доброго дня. Где вы работаете в Германии? Может, скажете хотя бы в какой отрасли? Андрей Барденюк. Здравствуйте, Андрей. Я являюсь председателем правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. Я занимаюсь не бизнесом, а занимаюсь правами людей, правами человека.
А так, я иногда подрабатываю на стройке, работаю физическим трудом, работаю на стройке. Ну вот, российские спецслужбы здесь, в Германии, всячески мешают нам, мне лично, зарабатывать деньги, работать, всячески. Это помимо угроз, убийств, там, пыток родственников, возбуждения дел, там, объявлений инагентами, ну, все не перечислишь, что против меня делают. Просто работу ломают, пугают людей, с кем мы работаем, с кем мы имеем отношения, наносят максимальный вред. Вот вы можете увидеть в ТикТок как или в YouTube, как они пишут гадости про меня. Это все куски вырезаются, распространяется, ложь, фейки, обман. В огромном количестве все это происходит, понимаете? Я занимаюсь правозащитой и работаю, зарабатываю, пытаюсь кормить семью. И вот иногда донатят, присылают какие-то там небольшие деньги, за что всем огромное спасибо. А так, если вообще точно все хотите знать, Андрей, пожалуйста, вы можете сходить в налоговую города Гамбурга, вам предоставят, если у вас будут основания, и они вам все расскажут, на что я живу, где, как там и так далее. Вітаю вас, пане Астан, і всіх свідомих людей. Коваль, Дмитро, вітаю вас, дорогой, вітаю. Знаете, Дмитро, я про украинцев несколько раз в своих стримах так резко высказался, потому что, ну, там есть некоторые деятели, которые очень меня спровоцировали. А потом вчера сижу, думаю, а ведь на самом деле то, что ваша нация сейчас делает, вершит, это чудеса отваги. О вас, то, что вот ваших современников, то, что вы сегодня делаете, украинцы, об этом будут писать в книгах, об этом будут люди гордиться, и ваши будут люди гордиться, ваши дети, внуки. И мы, простые, со стороны, которые все это видели, будем гордиться. У нас, у чеченцев, есть чем гордиться свое, конечно, тоже очень мощная история, но то, что вы сейчас делаете, это очень круто, парни. Парни, девушки, мы вас всех уважаем и всех любим. Честное слово. Вы лучшие, вы соль земли. На сегодняшний день, да, всегда лучшим, хорошим быть не получается. Это бывает такой только отрезок в жизни. Но вы вот на этом этапе самые крутые. Клянусь вам. Я вами горжусь. Всеми, кто и русскими, и украинцами, ну, гражданами Украины, всех, кто там сражается за свободу. Искренне, честно, кто сражается. Я их имею в виду. И всегда можете рассчитывать и на меня, и на мою правозащитную организацию, которая как раз занимается помощью и беженцам войны, и инвалидам войны, и ветеранам войны, и всем, что связано с войной. Так, як можна тобі донатити з України? Любомира, мне не нужно донатить. Спасибо вам, большое вам спасибо. У меня есть даже возможность получить гранты. Я просто сейчас пока этим не хочу заниматься, потому что это нужно работать, не просто взять грант и сидеть на нем, проедать его, а нужно, у меня есть проекты кое-какие, на которых нужно работать. Но сейчас я должен каждый день вести эти программы, и плюс мне еще нужно работать, и много чего еще нужно делать, поэтому я даже не обращаюсь за грантами. А вам, украинцам, сейчас самим все нужно, поэтому вам нужно донатьте с ЗСУ. По мере возможности я тоже буду донатить и ЗСУ, и помогать. А так моя работа сейчас заключается в этом. А возможности у нас будут, не волнуйтесь, все у нас будет. Это я вам 100% говорю. Крым, да, Ичкерия будет Вильна, да, Алмула, Дмитрий, дай Бог, дай Бог. Живем этой мечтой. Украина нерушимая скала. Да, чеченский сионист, да. О чем вы говорите? Вы ни одного на вопрос не ответили на мой. Не мне вас судить. Не понял я. Нужно вести программу, что мы, американские братья, засыпали мне денежку. Это ты хотел сказать? Нужно вести программы, чтобы американские братья засыпали мне денежку. Это ты хотел сказать. Это ты хотел сказать.
Я доначу на ЗСУ, я слава ЗСУ, говорит чеченский сионист, ты молодец. Нет, Алексей Михаилов, ну, программы я веду не для того, чтобы мне донатили американцы, хотя это хорошая идея, пожалуйста, напиши им. Это хорошая идея. Было бы хорошо, если бы мне за это платили бы, понимаешь? У меня даже монетизация. Это вообще больной вопрос, я сразу начинаю его углубленно вам рассказывать. Каждый труд должен оплачиваться. А вот, ладно, американцы, ичкерийская власть не платит ничего. Представь, ичкерийский, сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько невинных душ загубил. И не платят. Боже, храни Америку. Абсолютно. О, Аллах, храни Америку. Храни и сделай ее сильнее. Во 100 крат сильнее сделай. В 1000 раз сделай ее сильнее. И сделай ее лучшим союзником чеченцев. И украинцев, и грузин. Так, спасибо за вашу позицию. Люда, пожалуйста. Она была всегда такой. Всегда. Еще до начала войны даже она такой была, честное слово. Я не знал, конечно, что вы так будете биться, но я знал, что нужно быть за вас. Слава Украине, героям слава. Мы в Москве, но против Путлера собаки, говорит. Отлично, Надежда. Пожалуйста, героям слава. Пожалуйста, не пишите, откуда вы, пожалуйста. Это очень важно. Приятно, что есть люди и в Москве такие, как вы. Но вы должны о своей безопасности беспокоиться сами, друзья. В России сейчас не так легко все. Ты серьезно топишь за Америку? Не то слово, топлю. Просто раскочегариваю за Америку, понимаешь? Я поменял уже мозги многих чеченцев и раздул туман, который российская спецслужба, пропаганда им навеяла, и раздул туман. Очень многим, кстати говоря, в отношении Украины, и Израиля, и Америки. Конечно, я буду продолжать в том же духе, да, Алмула. Кидайте на него жалобу, говорит, пропаганда терроризма. Самое интересное, когда русские террористы меня обвиняют в терроризме. Но это же смешно, друзья. Я антитеррорист, понимаете? Я против террора, понимаете? Я не за террор. А вы меня предатель, террорист. Нет, друзья. Только не это. Я же прямо говорю, давайте по-честному. Я же вам прямо говорю. Я в отличие от ваших Кадырова, Алаудинова, вам глазки не строю, сказки вам не рассказываю, лицемерить вам не лицемерю. Говорю правду, да, иногда неприятную, иногда грубую. Но поверьте мне, она намного круче и достойнее, чем ложь и лицемерие, которые вам говорят. Если вы искренне в своих побуждениях, да. Но если вы хотите быть обманутыми или сами хотите обманывать русский народ и питаться его плотью и кровью, как вы все долгие годы делаете, ну тогда да, тогда я вам не понравлюсь. Или такими обиженкам русским не понравлюсь, что вот там. А за что я должен беречь вас, например, русские? Зачем, за что я должен к вам относиться щепетильно, да, или корректно? За то, что вы у нас 300 тысяч людей убили, за то, что 42 тысячи детей убили, за то, что вы начали вторую русско-чеченскую войну, убив своих женщин, детей и стариков, обвинив в этом нас, потопили нас в крови, за то, что вы не интересовались этой темой и вам было плевать, что вы делаете с чеченцами. За это я должен быть корректным, аккуратным. Нет, у меня такой задачи нет. Моя задача, единственная, она с первых дней озвучена. Я должен привлечь к ответственности военное политическое руководство фашистской России за убийство и геноцид моего народа. Это моя единственная задача, номер один, точнее, задача. Вторая задача – это оставшихся спасти, чтобы вы их в огонь не бросили. А вы их собираетесь бросить. Ваша политика, ваша страна собирается уничтожить всех чеченцев, которые оказались в заложниках в вашей стране. Понимаете? Вот моя задача. Все остальное идет потом уже, честно вам, я честно же говорю, правильно? В отличие от вашего Алаудинова, воином Иисуса,
там еще кого-то там туда, который убивал русских девушек, в том числе Карину Спиридонову, например, которую они убили, взорвали они ее. Расстреляли, взорвали, там есть видеосъемка на моем канале, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, если вам нравится обманываться, обманывайтесь, а у меня такой задачи нет вас обманывать. У меня другая цель. Спасти тех, кого вы еще не убили, и привлечь к ответственности за тех, кого уже убили вы. Вот моя задача. Вагнер так называется удобрение. Да, кстати, Шамсад. Американцев люблю, они как дети добрые. За Бога и Отечество США. Мощь. Да, равных США нет никого. И в ближайшие десятилетия, а может быть и века, англо-американская или западная цивилизация, она только растет, понимаете? Да, может произойти катаклизм, там, конец света, землетрясение, что угодно, цунами, там, потоп. И да, они могут все погибнуть, как, впрочем, и мы все вместе с ними. Но если всего этого не произойдет, то англо-американская, западная вот эта цивилизация, куда входит и немецкая, которая тоже большой вклад внесла в развитие, на подъеме, на взлете, понимаете? Вот что будет в мире. Еще 100 лет будет доминировать Соединенные Штаты на этой земле. Минимум 100 лет. А Россия будет никем и ничем. И люди, которые сегодня себя именуют россиянами, русскими, будут стесняться называться русскими, будут неохотно доставать свой паспорт, понимаете? Так. Так, ассаламу алейкум из Казахстана. Ва алейкум ассалам, брат, мы не можем. Нет, просто возможности нет. Нету возможности, она будет, не волнуйтесь, возможность будет. Так, почему ты комменты сортируешь? Да ничего я не сортирую. У меня идет стрим в ТикТок и в YouTube. Сейчас в YouTube нас смотрит 1147 человек, 64 нас смотрят в ТикТок. Я чаще всего просто читаю отсюда комментарии. Аслан, ты пацифист, скажи честно. И Ева, я, можно сказать, да, в определенной степени я пацифист. Я против насилия, войны, в принципе, по определению. Но я понимаю, что при всем при том, что я правозащитник, что я пацифист, я понимаю, что зло должно быть остановлено. Должен быть полицейский в лице Соединенных Штатов Америки. Мы, которые готовы помогать этому полицейскому вместе вести борьбу с несправедливостью, да, считаю, что в таких случаях, да, сила нужна. Добро должно быть с кулаками. Добро должно быть с кулаками. А сам мне что нравится в западной цивилизации, то, что они свободно развиваются, развивают технологии. Да, чеченские сионисты, именно так. Аслан, когда ядерка? Не знаю, справедливый человек. Пока я еще не получал уведомления. Салам алейкум, алейкум ассалам. Ты не пацифист, ты расист, говорит Алексей. Нет, почему, Алексей? Я не расист, абсолютно. Первый раз слышу. Я русистов, русских фашистов, называю русистами. Да, они русисты, потому что они фашисты, они несут зло на землю. А против других рас я ничего не имею. Абсолютно. Ни чернокожие, ни азиатской внешности, ни другие. Абсолютно никогда не... У нас у чеченцев вообще расизм, он вообще неприемлем в принципе. В какой-то степени можно сказать, что чеченцы могут быть националистами, но я тебе скажу, и то это больше патриотизм, чем национализм. А расизм даже вообще не пахнет у нас. Понимаешь, вообще. Даже вообще не паримся, у нас такого нет. Ты что? Это чисто, это русистская, ваша фашистская тема. Расизм, там, антисемитизм. У нас этого нет.
Ассаламу алейкум. Слышала новость, российские власти призывают не приходить в праздничные молитвы в конце Рамадана в Москве. Ва алейкум ассалам. Не слышал, не слышал. Но вполне возможно, они будут сейчас объявлять войну мусульманам. И будут мусульман преследовать, да. Это будет. К большому сожалению, все к этому идет. А украинских фашистов ты так называешь или это другое? Любых фашистов я буду называть фашистами. Украинские это будут, чеченские это будут, абсолютно не имеет значения. Речь сейчас шла о русистах, русских фашистах, империалистах, которые не считают себя фашистами, просто они империалисты. Ничего ж плохого в том нету, ж, правильно? Что такого, что я, например, обычный, там, например, если я чеченский империалист был бы, ну что такого обычного, если я, например, пошлю несколько там тысяч танков и уничтожу там Ставрополь, Москву, Ростов, ну что здесь такого, подумаешь ведь. Они же должны хотеть говорить на чеченском языке, понимаешь? Ты вообще не понимаешь просто. Ты фашист, ты расист, раз ты этого не понимаешь. Если чеченец на своих танках и самолетах с атомной бомбой пришел на чужую страну, они должны полюбить чеченцев, чеченскую культуру. А если они ее не любят, значит они фашисты, расисты, террористы. Правильно же? Так же правильно? Вот ваша логика, русские. Вы считаете, что вы должны прийти на чужую землю, и все, а вы ничего не несете, кстати, как говоря. Несли вы культуру, нравственность, там, высокодуховность, технологии, в конце концов. Очень важно, кстати говоря, научные изобретения, там, достижения, технологические достижения. Вот это вы все несли бы, там, деньги несли бы, там, величие несли бы. Люди выстраивали бы очередь. Знаете, вот для примера, чтобы вы понимали, поезжайте на границу Америки и Мексики и посмотрите, как люди рвутся в эту страну. Причем их принимают в огромном количестве. Там их огромное количество и так живет. И все равно люди рвутся туда. Люди цепляются, оккупанты, американцы, когда уезжают с Америки, с Афганистана, люди цепляются за колеса и погибают. Вы можете понять? А? Вам до этого уровня близко не подойти. Вы несете только зло. Вы сидите у себя где-то в своей деревне, пьете там самогон и считаете, что вы великая какая-то нация. И это есть, вы должны это осознать. И вам это объяснят доступным вам языком. Это вам 100% объяснят. Уже объясняют, и вам уже начало, до вас уже начало доходить. С чем я вас всех поздравляю. Вам объяснят, кто вы и где вы должны быть со своим империализмом. Ваше место у параши вместе со своим империализмом. Понимаете? И вот вы на это, вы должны вот в этом задуматься. Понимаете? Когда вы уберете из себя вот этот империализм, фашизм свой, русизм, особо человека ненавистническая идеология, худшая из всех человека ненавистнических идеологий – это русизм, русский империализм. Вы это должны понять. Понятно? Когда поймете, когда вам это все объяснят, вот тогда вот заживем. Понимаете? А не так, что вот я тут русист, я тут имперец. Ну, подумаешь, там мы убили несколько там сот тысяч там чеченцев. Что здесь такого? Ничего же такого не произошло. Ну, сделаем так. Зато теперь, видите, вон Рамзан Кадыров, вот, он служит нам, ведь вот стали. Вот ваше, вот это извращенное понимание, она сводит с ума просто. Понимаете? Вы говорите, а что тебе плохо живется? У тебя же вон, смотри, поддерживают там, то, что насильно выводят. Вы все же это сами знаете, что бюджетников выводят, там, как у вас в России все то же самое. И все равно вы делаете вид, что вот вас там любят, поддерживают. Это обман. Так не строится государство. Так строятся тюрьмы. Так строятся гулаги, которые вы строили. Понимаете? Твоя идея даже рядом не стоит с идеей Джохара, говорит. Джастин, Германия. Наверное, таким образом ты хотел как-то меня там принизить, там, показать, что я несостоятельный, там, моя идея, мои взгляды, они несостоятельны. Ну, я тебе скажу, что я слово в слово повторяю то, что говорит Джохар Дудаев. Я его последователь. Я абсолютно разделяю его позицию, как он смотрел.
ну, с учетом сегодняшних реалий. Поэтому ты очень-очень сильно сел в лужу. Пожалуйста, приподнимись, сходи домой и переоденься. Ассаламу алейкум. Что потом будет в ближайшее время в России? Кровь будет. Вот что я могу сказать? Будет кровь. Будет кровь, кровь и еще раз кровь. Будут аресты, посадки, теракты, всеобщая мобилизация, отмена моратория на смертную казнь, военное положение, отправка на фронт, на Украину, против Украины, на территорию Украины. Будут гибнуть ваши люди. Каждый божий день вы будете погибать. Каждый ваш русский дом, российский дом войдет красный петух войны. Пожар войдет. Каждый ваш дом уже вошел. Вы не верите? Посмотрите, сколько у вас уже погибших и инвалидов. Обратите внимание, это все турбопатриоты, все за деньги, там, третьи, десятые, которые в начале пошли. Они уже заканчиваются, они уже закончились. Все будет дальше эскалироваться, только будет усугубляться, понимаете? Ничего хорошего в России не будет. Вы про экономику, про там какие-то там мерседесы, там деньги, там развлечения, вы про это все забудете. Вы погрузитесь в хаос, вы погрузитесь в темные времена. Понимаете? Вот что вас ждет. Вас ждет внутрирусский конфликт. Внутрирусский конфликт. Вот что ждет. Так. Сергей, шанс. Да, шанс будет, Сергей, конечно, будет. Она идет уже, Третья мировая война. Третья мировая война началась еще с момента оккупации Крыма. Вот начало, Третьей мировой войны, вот уже тогда уже началось все это. А если по большому счету говорить, можно исходить с начала войны против Чеченской Республики Ичкерия. Вот с тех пор она уже идет в процессе. Потому что тогда Россия начала строить свою новую империю совместно с другими империями тут в Европе. В том числе у нас тут в Германии, в Португалии, Испании договаривалась с разными монархиями, чтобы воссоздать империю, совместный такой проект империи от Лиссабона до Владивостока. План был такой. Против демократии, против свободного мира нужно было объединяться. И вот к этому они шли. И вот эта война, она только лишь вот эта война за историю Украины. Это первая на моем веку в памяти и война, которая ведется за историю чужой страны. Понимаете? За историю Киевской Руси. Потому что для того, чтобы создать настоящую монархию, настоящую империю, Путину с Патрушевым и террористическому учреждению ФСБ нужна была Киевская Русь, история Киевской Руси. И те люди, которые сидят в Украине, которые совместно с этими деятелями, кто планировал воссоздать империю, они зазывали и готовили почву внутри Украины для вот тех КГБшников, имперцев с Россией, чтобы Украину объединить с Россией и создать империю. Очень кровавую, очень страшную империю. Если кто-то думает, что было бы что-то хорошее, красивое, обратите внимание на то, что было в Советском Союзе, или обратите внимание, что было в царской России, или обратите внимание, что было в демократической России.
Они не до конца, конечно, лицо вам свое, рыло, мурло свое открыли, но мы, чеченцы, можем вам сообщить, что там реально было. Мы видели их настоящее мурло и понимаем, и сейчас вы все уже видите это не очень эстетичное лицо фашистской России. Поэтому план был такой, планы грандиозные были на самом деле, грандиознейшие планы. И они до сих пор пытаются что-то делать, но из этого ничего не получится, абсолютно ничего не получится. Абсолютно. Мне доказывают, что экономика на России разваливается. На российских кинотеатрах уже не показывают зарубежные фильмы. Импортные товары поставляются через третьи страны. Инфляция и бедность. Да, конечно. Это все будет вот в таком постоянном режиме. Это нормальное, естественное состояние для России. Россия была чемпионом по обходу санкций. Советский Союз был чемпионом по обходу санкций. И всегда этим козырял. Сейчас, когда есть Китай, есть средняя, другая часть Азии, где очень много технологий, развитые возможности, Россия может это обходить. Пересаживаться на китайские машины, да, это похуже там и так далее. В принципе, они на телеге пересядут. Они будут друг друга есть, но они против власти не пойдут. Вот такое вот у меня впечатление складывается. И вот тогда в такой ситуации они могут находиться долгое состояние, долгое время они могут находиться. Но другой разговор, что и они ведут войну, в отличие от Северной Кореи или там от развала Советского Союза в 91 году. Они ведут кровопролитнейшую войну с европейской страной, которую поддерживает вся западная цивилизация, вся без исключения, и не только западная цивилизация, все остальные тоже поддерживают Украину. Начиная, ну, всех просто, да, и арабские страны есть, кто Украину поддерживает, и африканские страны, огромная, и Латинская Америка, везде есть поддержка Украины. Поэтому победить в этой войне невозможно, невозможно. Они сейчас пытаются стабилизировать при помощи своей агентуры внутри Украины, как будто они воюют против России, воюют украинские солдаты. Но вот эти деятели, которые представляют власть Украины, некоторые отрасли власти Украины, не все, конечно, далеко, и слава богу, они пытаются вот сейчас найти какие-то там компромиссы разных там, помните, ну, все Фейкины, Латынина, Соловей, ну вот все эти деятели, сейчас Руслан Кутаев, Закаев, это все российские деятели, пророссийские деятели. Понимаете, это ничего пользы для свободы, для Украины эти люди не несут. Мы знаем, о чем мы говорим, если говорить этих чеченоговорящих брать, если брать там, например, а, российских тоже, это тоже ни для кого не секрет, кто они такие. Ну нет, упорно там на все каналы, Подоляк там, кто там, хорошо этот Арестович в нужном направлении соскочил. Ну, вот видите, мы говорили, кто такой Арестович. Мы говорили, кто такой Арестович. Я лично вам говорил, приводил доказательства, факты, его там разная деятельность его была, все об этом говорило. И вот теперь он в правильном направлении драпанул, я вам скажу. И теперь Фейкин недоволен, что Арестович, как он же там поменял там взгляды, там третье, десятое. Это о многом говорит, как отзывается. Зато теперь я уже больше доверяю Арестовичу. Хотя полного доверия он никогда не получит. Он всегда был за Россию, топил все это время за Россию, а потом взял и сделал правильный выбор. Потому что он не дурак, в отличие от других. И правильно сделал. Будет работать на нашу сторону, на свою сторону, на украинскую, на западную. Значит, все у него отлично будет. Не так, как бы хотелось бы, может быть, но в тюрьму не сядет и так далее, и так далее. Да. Поэтому много еще что нужно сделать, вычищать всю вот эту пятую колонну, которая зазывала.
Так, зачем тебе все это? Пойди поспи, твое время ушло, говорит Апти Поршнев. Да. М, Хорошо, посплю, да. Хотя я, в принципе, выспавшийся. Обожаю ваши стримы. Спасибо, Ванетка, спасибо. Так, как кто не сядет, еще как сядет. Отлично, вы провели 90%, 90 минут в эфире. Да, 90 уже в эфире. Так. Объясни, при чем тут Закаю и Кутаю, как они замешаны в зашивании? Зашивание? В каком зашивании? Я имею в виду, что Закаев и Кутаев, и это я 100 раз говорил, работают не на Украину, не на чеченский народ, а на Кремль и на Россию. И вы все это прекрасно знаете, и в Украине это знают. И это неоднократно я говорил, поэтому что еще вам объяснить? Вы не верите, да? Фома неверующий. Это ваши сугубо личные дела, понимаете? Если открыто президиум правительства, это не просто Аслан Арцуев говорит, которому, кстати говоря, 46 лет и абсолютно дееспособен и отвечает за свои слова, и неоднократно призывал и Закаева, и всю вот эту его шайку-лейку, которую вокруг с него он собрал и распускает обо мне слухи, что я работаю на Россию, что я там сякой плохой. Ну, причем никто лицо прямо это не говорит. Такие служки такие, комментарии написать. А я прямо говорю, давайте идите, детектор лжи в прямом эфире проведем. И проверим, на кого Арцуев Аслан работает, на кого Закаев с Кутаевым работают. Понимаете? Если вы этого не знаете, ну это нужно знать, нужно разбираться. И мы тут сидим не просто так, понимаете? Мы тоже определенно работу проводим, да, и так далее, и так далее, да. Но вы же все это прекрасно знаете, специально заходите, чтобы Закаев то, Закаев все. Закаев ночью оман я Мартхельсагух. Всю свою историю, это самое печальное, да. Воеву Боже, я Мартхелер, да. Эдам, я не хочу, конечно, верить, что ты на кого-то работаешь, но как объяснить все, что они там делают? Я имею в виду все эти батальоны. Эдамс, Эдамс. Какие батальоны, Эдамс? Какие батальоны? Ты даже не представляешь, какими уловками, какими обманами эти люди фотографии рядом делают. Он цаха просто. Ах, войнаха حسن نخ بوي شابش سو حسن ويك سو وون تو زكاوي تيش تعوال تا دوچتك تا دموش ليلسك غاسخشن напрямую сек аллалц цатиш лел вонсо غاسخشن тибуал бие цунюхир сагосвеге аллалц инчуз митинг шале чоне цугенаши нюхир ват алца давохш такепо терцу юх цунюхи митинг але чоне джамбета ви цаваган волцун майор изи аху батальон шуйц ят закави ца батальон шките шо закави нюхи قوي сагу цун старый чаря ю ица молодежь цу игаяш тоже حسن цу ючо пропаганда тишетеш томба эрболь ца бокола ца хум далуш беш буй ишбу
А в основном батальон шейха Мансура, другие, никто его не поддерживает. О чем мы, какие батальоны, это все обман, это все мираж и багдад. Видишь, Томбеш на Бутига законно темшбеш, войнохче бейршту. И есть группа Ахмеда Закаева, которая пытается изобразить, что он представляет чеченский народ, чеченскую власть, вот этих бойцов он представляет. Разными обманными трюками рядом сфоткаться, там это сделать, там это сделать. И все. Ще дег обман, дон Адамс. Адамс, говорю, обман не гонис. Нету никаких батальонов, никаких там этих, третьих, десятых. Понимаешь? И это делается с какой-то целью, я не знаю. Для чего это украинцам нужно? Вот меня что выбешивает просто. Украинцы вместо того, чтобы поддержать нашу законную власть, начинают заигрывать с людьми, которые являются абсолютно не теми, за кого себя выдают. Ну, значит, заигрывают с ними те украинцы, которые тоже являются не те, за кого себя выдают. Вот и все. Хохудешварцен уля асна изам я мартхой выха арсон. Борз, лунца эйлерсвик, почему ж ты мне не сказал, что я мартхову, а? Анонимно комментария шазюр, ца наещеш, саумша олерсвик, хави анец ассан и дюч милваршу, лишь просто, инсам олерсун бех бохкаш. Ас лигаршун, холласу заинтересованный, вот ценна корова, низ ноутавик. Я его искал. Вамуацарсун, хакарва юхи вата, дада хаар, любой умса, даки чушун, давайте бог, свалил швар, вамуацарсага, чтобы шварт наму бар астай, Олш баркинс бар, сажа уахиан, детектор жити, все хуз открытым лицом, аж миллион раз, кайкан, миллион раз, дюч аж усе. Тахкацатиш нахбол. Хитешу? Мичабу, ой, буалбеш, мичабу, ой, шевелер, систем. Аят, дворкац, Facebook, чё, аж милушу аят, ой, президиум поддерживать, ешь цун гуандаша, юагой, чхамелдеш, комментарий, ешь хуш шу миллион уйха сун. Валлаха, он аль шушадеш, аргин мадуй, но войнохче гуайдалду, харшин хумариш дадулли. Шичва. Хал эцуне хуш дад им дуракер цун балбаризм, со обязаны ватцуне хаит. Дер ват сом обязаны, дурак, хаусивай, вокш, хаусивай, так, будем наблюдать. Ишт аш муквай нохче. Шуше вега элам, цахасун, духадеш, ишт свах ашадар. Инца ашаду, ишт наблюдать деш, так, агентам, ладно, ватца, ицел, зубохш, маинишу, идуч, дин, багар ватца дульштат. Вместо того, чтобы сун объяснить, да, со хитва, сун нагвасти царил, со агенту бош, дюч, ина, шуш духабеш. Мага шадега. А инц аж, ну ладно, агентам вахти, ладно. Допустим, вахти. Ну, процент дютувай все равно. Ну, давай вахти, ладно. Инц угол хаус вакунава. Ишт аж дук шушадеш. Комментарий, я здесь шудат. Цаум здесь шудат. Шаймнени хаош, да, шайга йол информация. Уаюль шудат. Йозит ма езис, кегичан йозита, есуна йозит, ез кельтивян. Саган. Так. اهتم دو کنیش او بیغر دیر ولا بیغر سویگم بیغر زکاو اگین توان یوخی مغولا ولا بیغر قص بیغر الش خارج سرو نو بولا بیش قایقش قط هرچالر داوش نخ باتر دوچ بیش Понимаете, чтобы я мог сказать, что шунюхи у этого, что митинги виан, что тяни леч, что тяни видео шо, что тяни текст шядзеш, арбуал беш, ветерк. Adaka dice jojo ducas adaka duk dikra schon dat rosta shash berke dutsa ala sunte berk bella so berk wo so serveler so hart so nisu tsabos so serveler so audal khiler madar elchdat я поверил, что Хузашевига патриот, Тушевига Цагилир Хузашевик патриот, понимаете? Тхоун информатор, думца муэттон бо випбочо.
Информатор хай мостаг у ал адакай кор информатор хул. А? Хо хай моста уй халил шун вайн массана я маду цулилештек. Украина болчана душун вайна душун я цулилештек. Игазкшан те болбешола вай ичкери убош илилер вайн массана я душун. Ну, Бадович, цахитчином, хитак, знаете, я. Ну да ладно, да, информатор. Вац дер, и кайчуа. Информатор вац. Про зрителю YouTube чуа хошел. Ты умывать. В этом деле, уж там, хай, захируа. В этом деле ты умывать. Зритель ты просто. Информатор вац. А информации гулеш, хай гаюч аташо. Ну, твое дело, да. Валейкум салам. Валейкум салам, Аслан. Так, друзья, мы уже 101 минуту в эфире. قيتر سو كديرويت يا حبت خلوبنا شنروكيو قيتريو حزك عيبت خيروات رابط خلوبنا شنروكي يا تاري شو دوقايش بت خلوبنا شنوركيشيو عايز ادمي ما تعويست والجهاز شو كمان تاري قوشو قون زكاسكي بيغري يدوك شو информатор дер руать ро узлаловича ласки информатором ро. Что нам нужно делать, если все те, кто против России, находятся в Европе, так раздроблены, а мнение Адамс, нам нужно, знаешь, стать на одни рельсы, понимаешь? Я, например, независимый человек, и я по себе сужу. Я, в отличие от многих советчиков, которые мне советовали, что Ахмед Закаев плохой, и ничего сами не делали, я, в отличие от них, не имел информации, которая у них была, но я делал что-то. С большими ошибками, с синяками, с упреками, которые мне всю жизнь будут эти упреки они делать. Я что-то делал. И когда я обнаружил, что Ахмед Закаев не тот, его группа людей, не те, кто, за кого они себя выдают, что это симулятор, что это абсолютно античеченский проект, это чеченский вражеский проект, который работает на Россию, на Кремль. Я, как свободный человек, независимый человек, продолжил поиски дальше. Точнее, я уже знал, что когда я уже разобрался, кто такой Ахмед Закаев, это окружение, я разобрался в этом политикуме чеченском. Это было непросто, все шифруются, все не доверяют, все тебя считают врагом, некоторые просто ничего не делают, да, просто вот, все. Их война закончилась, они решили успокоиться, но еще руку с пульса не снимают. Они сидят на заборе и ждут, в какую сторону что повернется. Повернется Ахмед Закаев, и у него получится поехать домой. Можно поехать с ним домой. Они не против России, уже не против России, но они против Кадырова их не пускают. Вот такая ситуация. Так вот, когда я обыскал все вот это политическое поле, я нашел единственно честных, порядочных, легитимных, законных, которые никогда не предавали интерес чеченского народа, это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. В лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, Мусы Баматгириева, это в Берлине ашел. Еще другие там люди есть.
И они стоят на страже закона. Я как независимый, юю олшунасис. Сол лохшвега истинно лохшвархин. Сол истинно лохшвала Адамс. Хосани ол хавави шу. Шишк шиеш, кверта умна шиятлуш, если ты идешь к истине. Если ты хочешь найти правду в этом деле. Понимаешь? И я пришел к этому. И они стоят на страже нашей конституции, нашего закона, нашего государства. И нужно поддержать президиум правительства. Понимаете? Я не призываю меня поддержать, чтобы там Ахмед Закаева, я хочу у него власть. Они так хотели, чтобы я делал. Они мне миллион раз писали, ты там должен стать вперед, ты выйди, поддержим тебя, там, третье, десятое. Все это было. Играли на моих чувствах, на моих амбициях. Мне это не интересно, мне это не нужно. Мне нужно, чтобы мой народ перестали уничтожать. Понимаете, чтобы у моего народа были права. Права у него будет, если у него будет власть, которая от народа и для народа. Понимаете? И единственной властью от народа и для народа является наш президиум правительства, который проверен годами всю свою историю, своей жизнью, потерявший родственников, друзей, все, что только возможно на этом пути. И не свернув, не продав, не предав этот путь. Понимаете? Вот нам нужно всем, ты меня спрашиваешь, худодизвой в Европе, мы раздроблены только лишь агентурой. Да я агентуре ухир. Ца раздробление ячун. Уберите агентуру, и нет никакого раздробления. Возьмите любого деятеля, который вы называете, нас раздроблен и нас ведут. Возьмите любого из этого человека, и вы проверьте, связан он с российской разведкой или нет. И все вы автоматически получите ответ на все вопросы. Если он связан с российской разведкой, то все, этот человек представляет для нас всех угрозу. Никто, ни при каких обстоятельствах, связанных с Россией, с российской разведкой, не должен находиться близко в окружении чеченских патриотов, чеченских борцов за свою свободу и права. Это единственное условие, для которого мы выживем. В других случаях они нам золото будут обещать, они нам все будут обещать, но мы погибнем, мы потерпим поражение. Как мы потерпели поражение после того, как не стало Джохара Дудаева, и все начали заигрывать с российскими спецслужбами. Тех, кого Джохар прогнал из своего окружения, вернулись, якобы были на задании и так далее. Поэтому я призываю всех чеченцев поддержать президиум правительства. Аяда Идигову. Обычно у нас для любого человека нужно имя, лицо, за кем нужно идти. Да, и это коллективный орган, президиум правительства, там не один аят принимает решение. Каждый раз, у них каждый разный, они меняются, становятся председателями, то один, то другой, вот у них такая структура, и они все проводят сообща, голосованием, там, консультируясь друг с другом. Это тоже очень нужно и полезно, чтобы один человек не принял неправильное решение или там на эмоциях, там, на личных каких-то ощущениях. Это очень важно. Это демократический принцип. Тот самый принцип, который всегда был в чеченском народе. Демократический принцип. Принцип консенсуса, принцип свободы мнения и так далее. Поэтому я вижу только в этом. Все остальное, кто не хочет объединяться рядом с президиумом, с нашим правительством, я как человек, его босс, независимый, который все вот это перерыл, перекопал наше это поле, могу сказать, что этот человек, ну, по каким-то, его личные амбиции это могут быть. Он хочет стать президентом, королем, там еще кем-то. Может быть еще что-то, еще что-то. Все, что угодно может быть. Может работать на российскую разведку по каким-то причинам. Но я посчитал, у меня нет никаких политических амбиций. Я не работаю на российскую разведку и никогда не буду на нее работать. Я посчитал нужным, что наш президиум нужно поддержать вот в лице Аяда Идигова. Все, я поддерживаю. И всех, кто меня поддерживает, я говорю, давайте все поддерживать его. Кого мы президиум поддерживаем. Кого-то поддерживает меня, если вы мне верите, поддерживайте его. Вот я обещал, что никогда больше никого поддерживать после того, что мне Закаевщина вот это вытворяла. Тя лилинага
Это нужно книги писать, то, что ця лилинак. Иш сун мел лилинак, уй шу вычун, ас сун лилинаш, шу ца азволит арватшун. Ас цана ас ша дегад аяздин душун, хранит дешун, ца аш сун динак дуй, ас шун дютар долш датшун. Но хинц пока сейн динак ас аддют, мне важно это дело. Но дело да дирзан, ой мохк, ой парат дор, ой ахушен шулда. Ас хорани со шун яри оворушун. Аш сун мел динаги, аш сун мел эллаги, ас жоп дюгар долш душун. Официально да бошиги. Никогда в жизни аж сун дитардачуна. Аж су гицанел харцу, аж сун quellanel церши, аж сун дицна штуй, аж сун дитардолш дачун. Но это потом. Сейчас мне нет времени обращать внимание на вот этот грязь, мусор, который на меня бросает. Я пока занят более важными делами. И вы пытаетесь меня всегда на это отвлекать. Для этого и на меня совершали все эти вещи. Но я вам никогда этого не прощу и не забуду. Потом, когда мы освободимся, деоккупируемся там и так далее. Поэтому идук Адамс, идук Саэл, что ночью он сбавил был, что объединяться, да, это исторический момент юар. Бух больше и президиум бива айдал дачун. У отегляч дала, мува дала. Цунерана мечта диза хашун, цян, уда диза хашун. Поддерживайте свой президиум и давайте вместе идти. Если я увижу тоже, что мне было состояние, я это не увижу, можно даже не говорить об этом, то я тоже, вы все это станет достоянием публичности, я расскажу. Потому что я взял на себя эту неблагодарную обязанность уведомлять свой народ, своих людей, чтобы вы знали, где враг, а где друг. Как-то так, друзья. В окружении Джохара было очень много ГБшников. Зияд Сапсаби, замминистра иностранных дел, Абу Арсанукаев, начальник охраны, Ампукаев, Удугов, Шамсиддин Юсеф, Абубакаров, министр экономики и другие. СЦ имел ценную информацию, это нужно эти имена называть, мы должны знать это. Тогда мы их не называли, чтобы не было крови, конфликта между нами. Сейчас, когда они пролили реки крови нашей, мы должны назвать их имена. Как бы это ни было тяжело, как бы это ни имело последствий, мы должны очиститься от этих людей. Все, кто убивал, сдавал, предавал чеченский народ, должны быть навеки вечные запечатлены. Так, Делдеш, усал комментарий. Шамсад, бесполезно донцать, скисолер, а цен банту ищ царильч, цен хамилуха, хабарик хаваца визон, я тебе открою тебе небольшую тайну, Шамсад. Хабарик хава солч о цен, цавизон. Хамилу цауш, кичо, ких шабоныш, ця витер бесполезно до. Я зейт. Шаир шадат цен, мехтхи до, шадегашен, иш дюсер ду лехтер до. Ничего. Так. Так, друзья, я думаю, наш стрим уже пора подводить к концу. Я думаю, стрим был плодотворный. Я думаю, много полезного сказано. Из Чечни просто берут маршем от Кадырки, кто тут заливает, что Чечня развивается. Да, до сказки, конечно.
Так. Шамсад, и уже Ватсон ФТ-9 уже нас покинул, да. Так, ассаламу алейкум вараматуллах. Ва алейкум салам, Айран, Машуэль. Забанит Мавинира, со. Он шо. Ладно. Хинак винир сейчас забавить. Халманда, что забанить. Как ты? Хорошо, Айран, как сам? Так. Я хорошо, Айран. Так. Ну что? Так, 115 минут, друзья. Ну, давайте закончим на сегодня наш стрим. Я думаю, надо что-то еще оставить и на завтра. Спасибо, что смотрите и поддерживаете, друзья. Бехпелем, да, Шамсад. Все, ладно. Адамс, давайте закончим эту тему. Я уже много раз говорил. Так что все отлично, друзья, все хорошо. Давайте передаем все вместе, давайте, сторонники Ичкерии и не сторонники тоже. Все будет Ичкерия. Дал мула, все будет Ичкерия. Шек намадолаш. Кайр ючел хабар шишон. Ша дега дикч ау тулуш тушон. Дал мула дикч ау хира душон. Слава Украине, все будет Ичкерия. О, Аллах, благослови Америку. Хасхитити вайкан масана. Адикёл маш ойл бюстеғал өл масира.